О надежности российских вакцин сегодня говорили и на внеочередной сессии Госсовета Коми. Выступление главного санитарного врача республики Людмилы Глушковой переросло в получасовую дискуссию. Помимо обсуждения тем насущных, ковидных, парламентарии приняли и два новых закона. Оба касаются льготного выделения земельных участков. Обсудили на сессии проблемы в поселке Зимстан Усть-Куломского района. Обо всем по порядку расскажет Наталья Юрина. Внеочередная сессия Госсовета вновь в ограниченном режиме. Наблюдать за происходящим может каждый в режиме онлайн. В центре внимания антирекорды по заболеваемости ковидом и необходимость вакцинации. В пользу организации обязательной вакцинации для населения групп риска я хотела бы привести лишь несколько примеров из ситуации в различных субъектах Российской Федерации. Все вы помните сводки информационные апреля и начала мая текущего года, когда Республика Саха-Якутия по уровню заболеваемости населения занимала второе место в стране. Сегодня она первой ввела иммунизацию наиболее пораженных континентов, наиболее рисковых контингентов. И сегодня она занимает 59-ю строчку в рейтинге. Доклад главного государственного санитарного врача по Коми перерос в дискуссию. Тема важная, актуальная, наболевшая. Число инфицированных ежедневно растет. ВОЗ прогнозирует 4-ю волну. Несмотря на это, есть сомневающиеся в клинических испытаниях вакцины. Ситуацию пояснил глава республики Владимир Уйба. Клинические испытания – это до 100 человек, добровольцев. И это все вакцины прошли троекратно, а некоторые десятикратно. По спутнику добровольцев было более 1500, а положено 100 человек. И ни у одного из них не было ни поствакцинальных осложнений, а клинические испытания проводятся как раз для того, чтобы доказать безопасность. А доклиника проводится для того, чтобы показать эффективность. Так вот, закончены, нет никаких клинических испытаний. Стабилизировать ситуацию поможет обязательная вакцинация 60% отдельных категорий граждан. И это полностью соответствует закону, отметила депутат Госдумы России Ольга Савастьянова. В Коми решением главного санитарного врача Людмилы Глушковой привиться от ковида должны госслужащие, работники органов власти, сфера услуг. Все, кто так или иначе контактирует с большим количеством людей. Провести прививки первым компонентом надо до 6 августа, вторым – до 27 августа. У нас никакого противоречия в отношении того, что сказано руководителем Федерального Роспотребнадзора, и решение, которое здесь принято в республике, в том числе главным санитарным врачом, нет. Потому что у нас есть 157-й федеральный закон, статья 5, кстати, принятая большинством фракций КПРФ, в соответствии с которой в ситуации эпидобстановки вводятся обязательные профилактические прививки для отдельных категорий граждан. В основной повестке внеочередного заседания два вопроса. Парламентариям необходимо законодательно закрепить территории с земельными участками в Коми, входящими в арктическую зону страны. Государственной Думой 15 июня 2021 года принят федеральный закон по вопросам предоставления земельных участков в арктической зоне. Закон предписывает до 1 августа 2021 года законами субъектов Российской Федерации определить соответствующие территории у себя на местах. Бесплатные земельные участки в Коми начнут выдавать с августа. Безвозмездную землю можно получить в Иркуте, Усинске, Инте и Усть-Цилимском районе. Пока привилегия доступна только для прописанных граждан в этих районах. В следующем году заявиться на бесплатный участок сможет любой желающий. Всего в Республике Коми выбрано 50 территорий общей площадью 4261 гектар. Наибольшие по площади территории выделены в Усть-Цилимском районе 3500 гектаров. Безвозмездный участок выдается на 5 лет. После его можно оформить в собственность или долгосрочную аренду. Также парламентарии определили стоимость работ по определению границ земельных участков. Цена за кадастровые услуги не должна превышать 50 тысяч рублей. Заключительной темой обсуждения в Госсовете стала ситуация в поселке Зимстан Усть-Куломского района. Мост через ручей Виль в аварийном состоянии. Люди вынуждены ездить по объездной дороге, но та разбита лесовозами. Как отметил глава Коми Владимир Уйба, на ремонт
дороги выделят примерно 30 миллионов рублей. Работы ведутся планово, согласно соглашениям, которые были подписаны в конце прошлого года и в начале этого. Проведение ремонтных работ запланировано как раз на выше обозначенных участках, это Ускулом, Керчоме, Дзёль, и от автомобильной дороги Сыктывкар, Троицко-Печорск между как раз населенными пунктами Лагиньяк и Земстан. Запланировано на эти деньги провести замену разрушенных деревянных водопропускных труб на металлические, и работы выполняются и закончатся в августе 2021 года. Также Владимир Уйба добавил, аварийный мост на днях обследовала специальная комиссия. Накануне подрядчик приступил к ремонтным работам. Цена вопроса – 10 миллионов рублей. Помимо этого, правительство ищет подрядчика на проведение капитального ремонта моста. Контракт заключат в августе. Наталья Юрина, телеканал Юрган.